Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 4 марта 2020 года. Выпадает карта «Дом» из колоды Ленорман. И день сегодня обещает быть очень спокойным. Все идет своим чередом. Скорее всего, на первый план выходят вопросы взаимоотношений и недвижимости, родителей, взаимоотношений с родителями. Также карта говорит о том, что могут быть какие-то операции, связанные с продажей и покупкой квартир, домов, дач, гаражей, участков земли. Может быть регистрация по месту жительства, прописка. Может быть аренда тоже какой-то недвижимости, дачи, квартиры, земли и так далее. Вообще карта, конечно же, очень хорошая. Карта говорит о том, что семейная жизнь для нас очень важна. И для многих сегодня будет решаться вопрос, что вы выбираете, одиночество или все-таки семью. Скорее всего, будут какие-то события происходить, которые потребуют таких важных решений. Также карта связана с материнством, с воспитанием. Карта связана со стилем жизни. Может быть, у нас что-то меняется. Вот рядом у нас звезды, да, может вполне меняется стиль нашей жизни. Что-то новое приходит в наш дом. На этой карте дом очень такой уютный, весь в цветах. И, скорее всего, день будет вас очень радовать, удивлять, и вам будет очень уютно рядом со своими близкими, просто рядом с друзьями или, может быть, просто комфортно. Также карта каких-то семейных традиций, может быть, какое-то семейное торжество, может быть, соберутся вместе родители, дети, внуки и так далее. Также карта связана с различными семейными делами, имеется в виду, может быть, семейный бизнес, либо работа на дому, либо для тех, допустим, кто ищет работу, получение работы рядом с домом. В общем, все, что касается у нас комфорта, безопасности, уюта, сегодня тоже будет очень удачно. Для овнов выпадает карта совы. Эта карта говорит о том, что, скорее всего, нужно будет поговорить о чем-то важном в сочетании с картой дом, скорее всего, с партнером, либо ближайшим каким-то окружением придется решать какой-то вопрос, может быть, о котором вы долгое время не можете договориться. Карта говорит о том, что может быть и беседа по телефону, может быть и при встрече вы общаться будете. Но в любом случае контакт какой-то должен быть, который очень важен для вас, для вашего будущего, для вашей безопасности, комфорта и так далее. Для тельцов выпадает карта дерева. Карта говорит о том, что у тельцов очень хорошая возможность для того, чтобы улучшать семейную жизнь в своем доме. Может быть, будут приходить новые люди в дом, новые друзья, может быть, это будет новая родня, или, может быть, даже для кого-то рождение ребенка, может быть, беременность еще пока, может быть, рождение ребенка, но в любом случае все, что касается семьи, дома, рода, все идет в рост, и недвижимости в том числе. Также карта говорит о том, что очень хорошее время для того, чтобы поправить здоровье свое. Если был такой вопрос, никак, допустим, не могли вы его решить, замечательный день для тельцов сегодня. Жизненная сила прибывает, и, возможно, даже вы сегодня еще не увидите результатов, но в ближайшее время они проявятся. Также карта связана с судьбой, то есть какие-то судьбоносные события могут происходить, но, конечно же, к лучшему, да, в рост все идет у нас. Для близнецов выпадает карта звезды. Карта говорит о том, что будет, скорее всего, много источников дохода, может быть, мелкие какие-то доходы, но, в общем, будет довольно-таки довольно-таки приличная сумма получена. Также карта говорит о том, что может быть какой-то новый поворот в жизни. Также карта говорит об исцелении, если это актуально для вас. Ну и, конечно же,
слава, хорошая репутация. Вот какие-то будут сегодня события, которые нам как раз создают эту славу. Скорее всего, это будет связано все-таки с нашим близким кругом, ближним кругом, семьей. Именно они будут о нас хорошо думать, хорошо говорить, и мы в их глазах будем выглядеть намного лучше, чем вот до нынешнего момента. Раки. Для раков выпадает карта «Сад». И сегодня, скорее всего, раки будут на публике. Может быть, будут какие-то важные работы в коллективе, в группе. Может быть, будут какие-то вечеринки или просто какие-то собрания. Также карта связана со знакомствами. Много знакомств, большая такая аудитория, если, допустим, выступаете перед кем-то. Карта также связана с общением, когда нам очень комфортно, но общением не с большой группой людей, а вот в группе, допустим, мы выделяем кого-то, да, и вот с ним какое-то время общаемся, потом переходим там к следующему общению, то есть у нас их много, но они все-таки такие вот более личные, когда мы можем действительно лицом к лицу пообщаться. А также карта говорит о том, что сегодня будет возможность продвинуться в какой-то сфере, в каком-то вопросе, выйти за рамки привычные, какие-то вот новые возможности появятся, может быть, даже заключение договора какого-то важного. Но в любом случае все сегодня на благо. И, кстати, это может быть и вечеринка дома, да, у раков, то есть, может быть, друзья придут домой, может быть, даже работа на дому, общение на дому, заключение договоров на дому и так далее. У львов выпадает карта «Корабль». Замечательные возможности открываются у львов. Карта говорит о том, что будет изменение образа жизни, скорее всего, связанное вот с домом. Может быть, кто-то уезжает из дома, может быть, кто-то просто с новыми людьми встречается, или, может быть, расстается с кем-то из старого окружения и появляются новые. То есть вот большие такие перемены. Может быть путешествия, могут быть какие-то новые предприятия. Очень хорошие возможности открываются для обучения, для коммерции, для получения прибыли. Замечательная возможность для того, чтобы реализовать какой-то свой талант, начать это делать. Для дев выпадает карта «Гора». Эта карта обещает, может быть, какие-то препятствия, задержки, может быть, придется ждать чего-то, может быть, даже кто-то, может быть, вам откажет, да? Какая-то, может быть, непреодолимая ситуация вот на этот день. Но в то же время вы можете воспользоваться поддержкой каких-то людей, которые занимают высокое положение в обществе, в социуме, имеют вес, да, которые могут вам помочь. Также вот гора денег может прийти для кого-то в этот день. Либо это вопросы безопасности, когда за вас действительно кто-то горой стоит. Если у вас действительно сложная ситуация, можно обращаться к людям, которые могут вам помочь. Давайте посмотрим, что остальным знаком карты говорят. Весы. Карта букет. Скорпионы. Карта женщина. Стрельцы. Карта гроб. Козероги. Лилии. Водолеи. Рыбы. И рыбкам выпадает якорь. Итак, для весов выпадает карта букет, счастливые какие-то события, подарки, любовь, романтика. В общем, какие-то события, которые вас очень порадуют. Карта также говорит о том, что какое-то, может быть, счастливое время наступает в вашей жизни, какое-то важное для вас желание исполняется, особенно это касается ваших близких отношений или дома. В общем, эмоционально вы очень парите в облаках, да, то есть у вас весна в душе. Для скорпионов выпадает карта женщина, карта связана с Луной. И здесь у нас очень хорошее сочетание с главной картой. То есть, по сути, вот можно повторить все то, что я говорила вот в начале, да, то, что говорила по главной карте. Плюс к этому добавляется еще и акцент на то, что скорпионам нужно опираться на свои умения, на свое
творчество, которое они уже отточили, отработали. Оно будет приносить и признание, и возможности, и безопасность, и финансы, скорее всего, да. То есть что-то вас удивит в этот день, возможно, будет новое предложение. Либо закончится, допустим, период, когда вы не могли себя реализовать. То есть для скорпионов открывается очень благоприятный период. Это как будто бы конец, окончание одного периода, начало другого. Кроме того, здесь у нас может быть общение с женщинами очень важное, мамы, бабушки. Также карта говорит о том, что может быть какое-то важное мероприятие у вас в семье, которое вот переходит из поколения в поколение. Ну, возможно, там юбилей какой-то, да, либо просто традиция, вот, которой придерживаются именно в вашей семье, тоже выйдет на первый план. Карта связана с материнством, воспитанием, семейной жизнью и так далее. Также карта связана с родиной, да, может быть, кто-то из скорпионов будет навещать своих родителей, своих матерей, там, где они родились, в общем, приезжать в свой родной дом. Также карта говорит о том, что могут подниматься какие-то застарелые проблемы, и они, кстати, вот наконец-то могут решаться, да, то есть к нашему общему удовольствию. Для Стрельцов выпадает карта Гроб. Карта говорит о том, что начинается очень важный период в жизни. Уходит старое, приходит новое. Возможно, это тяжело дается стрельцам, да, и они никак не могут смириться с тем, что уходит что-то важное из их жизни. Они стараются удержать, они переживают по этому поводу. Карта говорит о том, что нужно отпустить. Нужно понять, почему именно это уходит. То есть нужно прям осознать очень хорошо этот момент, потому что обычно, когда что-то уходит из нашей жизни, оно, во-первых, отжило, во-вторых, оно учит, вот этот момент учит нас принимать судьбу, принимать то, что в будущем только все лучшее будет, отпускать, не обижаться и так далее. Да? То есть вот эти все отрицательные моменты, их нужно будет проработать обязательно стрельцам. Кроме того, эта карта связана, может быть, с какими-то долгами, кредитами, обязательствами. В общем, то, что вас тяготило, оно может наконец-то заканчиваться, да, уходить в этот день. Также карта связана с какими-то обстоятельствами сложными, когда у нас есть ограничения или когда вот нам отказывали в чем-то, да. Сегодня, наконец, этот период заканчивается, мы получаем ответ «да», а у нас заканчивается период, когда мы не можем продвигаться дальше, то есть начинается новая полоса, более светлая. Скорее всего, это связано с близкими, с людьми нашими и с недвижимостью, с домом, отношениями и так далее. Для козерогов выпадает карта Лилия. Замечательная карта, которая говорит о том, что вы, скорее всего, сегодня проявите себя каким-то очень достойным образом, и это будет отмечено. Карта также говорит о том, что для вас очень важный день в том плане, что вы достигаете какой-то своей очень важной задачи. Может быть, завершаете проект, может быть, профессионально как-то вырастаете. В общем, вы чувствуете, что вы сделали все, что возможно, гордитесь очень собой. И вообще карта это мира, такого удовлетворения. Если были ссоры, то можно помириться. Карта мудрости, когда мы правильно себя ведем и люди нас ценят, понимают. Это карта власти, если есть возможность у вас в этот день решать какие-то вопросы, связанные с государственными учреждениями, с чиновниками, заключать какие-то договоры, бумаги, подписывать. Замечательный день для этого. Ну и, конечно же, для творчества. Если у вас есть какая-то цель творческая, замечательный день для того, чтобы это проявить. Даже могут открыться какие-то новые ваши способности и таланты. Для водолеев выпадает карта рыбы. Это, конечно же, прибыль, это, конечно же, возможность разобраться с какими-то затяжными ситуациями, которые сидят глубоко в подсознании, может быть, обиды какие-то, может быть, какие-то ситуации, которые не дают двигаться, допустим, не можем найти работу, не можем закончить обучение или не можем договориться с близкими людьми о чем-то. То есть вот все здесь есть возможность разрешить. Также карта говорит о том, что удивительно будет
как бы хорошая возможность для прибыли, да, для индивидуального предпринимательства. Скорее всего, что-то такое произойдет, чего вы не ожидали. Также карта говорит о том, что все хорошо с продажами, фрилансом. Вы можете в этот день идти на риск, естественно, на разумный, на обдуманный, но все же. И вот эта карта еще говорит о том, что если у вас какие-то отношения, которые вас держат в рамках, либо работа, которая не дает вам развернуться, да, то вот здесь вот выход за рамки. Вы можете как-то, ну, независимо, что ли, себя проявить в чем-то. Для рыб выпадает карта якорь, и здесь день, который обещает улучшение ситуации, во-первых. Если у вас какая-то была нестабильность в жизни, то теперь вот как раз стабилизируется ситуация, становится все надежным. Также карта говорит о том, что если какие-то есть далекие цели, то они, в принципе, в будущем могут осуществиться. Либо те цели, которые вы раньше ставили, тоже могут осуществиться сегодня. Карта настойчивости, карта решительности, когда мы ничего не боимся, когда мы идем вот как бы напролом, скажем так. Также карта связана с путешествиями, да, если, допустим, кто-то уезжал, то вот может вернуться по этой карте. Ну и также вот стабильность может выражаться в финансах, в работе, в отношениях и так далее. Друзья, желаю вам прекрасного дня, всего вам доброго, до новых встреч!